Акшам шерифлерiniz хайырлы olsun, урметтли сeyirciler. Millet телеканалының эфирінде Açıklaf программасы ve мен onun алыбарыжысы Либиза Сидбелялова. Бүгін жұма ертесі күні вет диққатыңызға программамыздың махсус чықышыны тақдим етеміз. Bir kaç программа devamında biz keçкен сенің нәтижелері ve келешекке планлар hakkında söz көрсетеміз. Бүгін ise халқымыздың раатсызлаған бір sıra актуаль сөйлерге cevap бермеге тырышачақмыз ve бүгін bizim sübetleşimiz Rusya Federatsiya Devlet Думасының мебусы Руслан Бальбек. Руслан Бей, салям алейкум, хош келдіңіз. Алейкум салям. Руслан Бей, как вы поняли, сегодня попытаемся с помощью ваших ответов поговорить о положении нашего народа, поговорить о тех проблемах, которые действительно сегодня волнуют каждого из нас. Будем задавать вам сегодня много вопросов, но начать нашу беседу предлагаю с проделанной работы. Давайте вернемся к прошлому году. Несколько месяцев назад вы стали депутатом Государственной Думы и сразу же включились в активную работу. И мы знаем, что есть такие две самые острые проблемы у крымско-татарского народа. Это получение справок о реабилитации и получение гражданства. Знаем, что вами в этом направлении проделана определенная работа. Расскажите о ней. Действительно, два законопроекта, которые сегодня находятся в стенах Государственной Думы, которые касаются непосредственно подлежащих реабилитации наших соотечественников и крымских татар в частности. Это вопрос о правовом статусе иностранных граждан. Данный законопроект был зарегистрирован еще в 2015 году. Мы по поручению главы республики совместно с ФМС разрабатывали данный проект закона. Правительство Российской Федерации было инициатором данного законопроекта. В первом чтении он был принят в 2016 году, была подготовка для принятия во втором и третьем чтении одновременно, поэтому на сайте Государственной Думы он висит в качестве законопроекта, который готовился для рассмотрения в третьем чтении. На данный момент я актуализировал данный вопрос, и у нас осталось урегулировать в части дополнения и изменения некоторых поправок в данный проект закона, который был предложен администрацией президента, точнее юридическим управлением администрации президента. И, естественно, все мои сегодня посылы направлены на то, чтобы в кратчайшие сроки дать вот тот правовой инструмент, который позволит нашим соотечественникам получать по упрощенной процедуре гражданство Российской Федерации. Второй законопроект, не менее значимый, я уже зарегистрировал его, будучи депутатом Государственной Думы. Это законопроект, который предусматривает изменения в существующий закон о реабилитации жертв политических репрессий, что дает нам возможность получить по упрощенной процедуре справки о реабилитации. Дело в том, что данный федеральный закон был принят еще в 1991 году. Те народы, которые проживали в Российской Федерации, уже давно сумели воспользоваться всеми вопросами, которые предполагают и культурная, и социально-экономическая реабилитация, как последствия данного закона, как правовые основания. Это, естественно, является справка о реабилитации. И уже после воссоединения Крыма с Российской Федерацией, после того, как и появление указа президента долгожданного о мерах реабилитации репрессированных народов, к сожалению, вот та норма, которая отсылает нас для подтверждения проживания в спецпереселениях, факта ссылки, высылки, она не работает по причине того, что органы власти Узбекистана, Таджикистана, Казахстана либо затягивают, либо вовсе не отвечают в МВД Российской Федерации, в информационный центр для возможности выдачи справок о реабилитации. Поэтому предложено добавить норму, которая дает возможность использовать иные документы, то есть это решение судов и так далее, для того, чтобы в случае необходимости органы МВД могли использовать данные документы, не нарушать федеральный срок, который прописан в федеральном законе, 3 месяца для выдачи справок о реабилитации. Это очень важно, потому что все-таки надо понимать, что именно справка о реабилитации позволяет пользоваться всеми социальными, экономическими льготами, которые прописаны в нашем субъектовом законе о мерах социальной поддержки, и теми компенсациями, которые предусмотрены в федеральном законе, в самом о
реабилитации жертв политических репрессий. Руслан Ильич, ну в этом году уже стоит ожидать полного принятия этих законопроектов? Безусловно. Просто сама процедура, она предполагает ряд мероприятий, которые просто-напросто по срокам обойти невозможно. В принципе, я встречался с руководителем Государственной Думы. Есть это понимание и профильных комитетов о том, что для крымчан, для подлежащих реабилитации, для реабилитированных это законопроекты, которые являются насущными, важными. Понимание консолидированное есть. Я уверен, что мы в ближайшее время доведем до результата, и, естественно, данные законопроекты будут приняты. Мы тоже, безусловно, будем следить за судьбой этих законопроектов. Руслан Бей, ну, прошлый год стал для нашего народа знаковым, я его так назову, потому что долгожданная школа 4 президентов, ее так называли, школа на фонтанах, наконец достроена. Это действительно очень важное событие для нашего народа. Но есть еще одно важное событие, за которым мы очень внимательно и пристально следим, и знаем, что каждая ваша региональная неделя, она не обходится без визита на строительство будущей соборной мечети. Да? И вот буквально в конце декабря вы снова посетили, увидели ход строительства. Идут ли поставленные задачи, поставленные работы, идут ли в срок? И как подрядчик справляется? По поручению главы республики я курирую строительство соборной мечети. Подрядчики, на удивление, показали себя с самой хорошей стороны, потому что действительно и соблюдаются графики выполнения производственных работ, и качество работ согласно технадзору соответствуют строительным нормам. По темпам строительства я вам скажу, что действительно это заслуживает уважения. Этаж в месяц, это считается действительно высшим пилотажем в строительстве, поэтому признательны подрядчику, это наши соотечественники, действительно те, которые смогли себя зарекомендовать с положительной стороны, что они были привлечены именно благодаря первому проекту строительства соборной мечети, для строительства больницы, которая под патронатом президента находится. Это показывает, что сегодня те подрядчики, которые готовы начинать свою предпринимательскую деятельность в сфере освоения бюджетных средств, нацелены на работу в долгую для того, чтобы сформировать репутацию, открыты все двери. И действительно такой результат и предопределил их будущее в части того, что появились новые проекты и не менее масштабные. По соборной мечети, наверное, самое важное историческое событие, которое произошло, это непосредственно начало строительства. Огромная заслуга в этом, считаю, нашего духовного лидера Хаджи Эмирали Эфенди, нашего муфтия, который лелеял и мечтал об этом, чтобы мусульмане Крыма имели самую большую соборную мечеть, которая бы объединяла в праздничные дни на Ураза-Байрам, Курбан-Байрам, на Байрам-намазы наших соотечественников, мусульман Крыма. Вы знаете, что в украинский период это была проблема и действительно препятствие, которое не удавалось преодолеть, потому что муфтият сталкивался периодически с всевозможными искусственными препонами, отказами, и только уже в российский период, в российском Крыму удалось в кратчайшие сроки получить все согласования и начать строительство соборной мечети. Средства есть в полном объеме, 3,5 миллиарда будет необходимо для того, чтобы завершить строительство соборной мечети. Я на Медне встречался с меценатами, было совещание у нас в Москве. И на этот год, на 2017 год, выделено 1 миллиард рублей. Поэтому я уверен, что эта сумма соответствует тем объемам строительства, которые сегодня позволяют мощности как генерального подрядчика, так и субподрядчиков. Поэтому предложил, чтобы генеральный подрядчик пересмотрел графики производственных работ и увеличил темп строительства. То есть сегодня с финансированием проблем нету. Если подрядчик сумеет подтвердить наличие мощностей и возможностей
увеличить темпы строительства и пересмотреть графики производственных работ, естественно, суммы будут увеличиваться. Да, Руслан Андреевич, ну говорят, что до 2019 года построят мечеть, правда? Однозначно. Этот вопрос находится под контролем у главы республики. Мечеть строится под патронатом президента Владимира Владимировича Путина. Поэтому я уверен, что серьезность данного проекта понимают все участники, потому что уже ни у кого нет сомнений, что соборные мечети быть в Крыму. И уверен, что в 2019 году мы сумеем открыть эту красивейшую мечеть для мусульман Крыма. Это, безусловно, будет мечеть, которая будет консолидировать и объединять всех мусульман полуострова. Вы знаете, после открытия школы на Фонтанах, я думаю, уже ни у кого не осталось сомнений, что действительно мечети быть. Руслан Андреевич, говоря об инициативах сегодня, хотелось бы отметить вот такую интересную вещь. Знаем, что в декабре прошлого года была в Крыму учреждена новая награда. Это премия имени великого просветителя крымско-татарского народа Исмаила Гаспринского. И знаем, что это была ваша идея, так? Ну, да, действительно. Дело в том, что долгое время заседали под портретом Гаспринского, но, к сожалению, мало кто пытался хотя бы познакомиться с его трудами, никто не читал хотя бы, я считаю, что то, что является и должно быть настольной книгой для многих, кто интересуется творчеством, деятельностью общественной, государственной, великого просветителя, мыслителя крымско-татарского народа Исмаила Бея Гаспринского. Это русское мусульманство и многие другие его труды. И надо понимать, что именно имя Гаспринского, его деятельность в Российской империи позволяет крымским татарам сегодня сформировать тот правильный, позитивный образ народа, к сожалению, который за украинский период был искривлен, потому что, исходя из той деятельности, которую проводили политические поводыри все эти 25-30 лет, когда использовалось от имени народа, от имени крымских татар коллективное попрошайничество, это постоянные жалобы. И тот искривленный образ, конечно же, нужно исправить, потому что крымско-татарский народ имеет свое достоинство, имеет свою честь. И сегодня, используя имя Гаспринского, его труды, знания и уважение к Гаспринскому во всей Российской Федерации, в политикуме России, вы знаете, что наш министр образования Российской Федерации периодически цитирует Гаспринского. Это является действительно знаком уважения к крымско-татарскому народу. И считаю, что сегодня Гаспринский сумеет и память о нем, его труды, расскажите нам про награду, Руслан Андреевич. Что это за награда, кому она будет присуждаться? Я обратился к главе республики, как депутат Государственной Думы, с такой инициативой. Конечно, этому предшествовали определенные переговоры и в Республике Крым, поддержка главы республики, руководителя парламента, и общественные палаты. Естественно, всех хочу поблагодарить, потому что единогласно удалось, естественно, проработать и с депутатским корпусом, и поэтому сегодня в закон наш субъектовый о государственных наградах были внесены дополнения. Уже закон принят 22 декабря 2016 года, и у нас в Республике Крым учреждена награда имени Исмаила Бея Гаспринского. Награда учреждена за вклад в межнациональное и в межконфессиональное согласие, за вклад в развитие традиционных конфессий. Уверен, что эта награда сегодня уникальна тем, что ни в одном субъекте федерации нету данной награды. Она полностью дополняет и развивает те посылы, которые были изложены главой государства на Межнациональном совете при президенте в Астрахани и в ежегодном послании 2016 года, 1 декабря, когда президент уделял большое внимание объединению, консолидации российского народа.
И как раз-таки это то, чем занимался наш уважаемый просветитель Исмаил Бей Гаспринский. Это было делом его всей жизни. Вот. И, естественно, он говорил о скреплении, объединении всех народностей и видел в этом залог государственности, залог того, что государство будет развиваться с учетом интересов всех этносов. И считаю, что вот то, о чем сегодня озадачено и государство, и общество, об этом, опережая время, говорил, над этим трудился наш просветитель Исмаил Бей Гаспринский. Поэтому эта награда полностью, уверен, заслужена. Вот. И я также инициировал о учреждении данной награды на федеральном уровне, обратился к руководителю парламента Государственной Думы с инициирующим письмом, чтобы он обратился от имени Государственной Думы на имя президента Владимира Владимировича Путина, потому что награды такого уровня учреждаются указом президента, и уверен, что у нас будет награда нашего соотечественника, которая будет также учреждена за вклад в межнациональное, межконфессиональное согласие. Вот то, что является такими вот историческими, политическими скрепами, которые позволяют всем этносам, вне зависимости от вероисповедания, ответить на один важный вопрос. Как быть нам всем вместе, находясь и оставаясь самим собой. На данный момент, вот на какой стадии мы находимся, дело в том, что сейчас эскиз утверждается Геральдическим советом. Я просто хотел бы рассказать для телезрителей саму процедуру, когда же мы все-таки увидим, как выглядит Да, и что это данная будет? награда. Это будет какая-то медаль или Да. что это? Вот на стадии утверждения Геральдического совета мы обязательно ознакомим с эскизом. После этого Президиум Государственного совета должен будет утвердить образец государственной награды Республики Крым. Я думаю, это в ближайшее время состоится. Вот, и мы сумеем всем крымчанам показать, вот, как будет выглядеть награда. Безусловно, она будет содержать это по всем геральдическим требованиям. Это портрет самого Гаспринского, это государственные символы, символы, которые показывают вот, его принадлежность к крымско-татарскому народу. Вот, это все на уровне консультаций, и геральдисты должны будут ответить на все эти запросы, да, то есть вот что-то вроде тех заданий с учетом и пожеланий нашего муфтия, пожелания наших представителей общественных объединений. Мы их это суммировали, передали в Геральдический совет. Конечно же, я буду сам участвовать в принятии решения. Уверен, что награда будет достойная. Вот это и есть популяризация крымско-татарского народа и демонстрация лучшей стороны культуры вот, гордого крымско-татарского народа. И то, что направлено в первую очередь на то, чтобы создать вот тот правильный имидж, позитивный, который позволит не видеть в нас народ попрошайки, вечно плачущими. Вот, считаю, что никогда ни один мужчина в жизни, как бы ему сложно не было, не позволит себе выйти с протянутой рукой на паперти. Да, почему кто-то думает, что от имени народа может с протянутой рукой ходить по всему миру? Мы самодостаточный народ, и сегодня говорим, что необходимо создать условия, при которых каждый сумеет достичь своих экономических, там, политических, социальных высот. Мы надеемся, что уже в этом году появятся и обладатели этой премии, да, Руслан Бей? Однозначно. Однозначно это будет. Вот мы сегодня имеем уникальную возможность, при которой вот и обычные граждане, крымчане, и коллективы творческие, муниципальные органы власти, органы исполнительной республиканской власти могут обратиться к главе республики, вот тех людей, которых они считают достойными. И, естественно, глава республики может инициировать данное награждение, поэтому можно хоть с сегодняшнего дня, после учреждения данной награды, обращаться на имя главы республики с просьбой вот, наградить тех наших соотечественников, тех крымчан, которых мы считаем достойными для того, чтобы вот, они были награждены медалью имени Гаспринского.
Руслан, еще один интересный проект, который именно вы инициировали. Вы достаточно мало о нем еще говорили, но, на мой взгляд, очень интересный и полезный проект. Это спортзал в каждое село. Вот хотелось бы об этом узнать, где уже удается реализовать этот проект, где, возможно, какие-то трудности еще возникают. Вот знаем, что в Судаке, да, вот уже работает, скажем так, Если этот вы проект. полностью правы, мы не анонсировали данный проект. Это полностью реализуется за счет внебюджетных средств. Хочу также поблагодарить наших соотечественников и в целом предпринимательское сообщество, потому что также откликнулись люди разных вероисповеданий, национальностей, вот все крымчане, потому что понимают, что живем мы на нашей благословенной территории, на одном полуострове, вот, и должны сообща заботиться о нашей молодежи. Сама идея возникла благодаря инициативе Рустамага Казакова, этой легендарной личности в спорте. Вот, и, естественно, его беспокойство занятостью нашей молодежи, созданию вот тех площадок, на которых они могли бы реализовать себя как спортсмены, подтолкнуло меня к тому, чтобы вот создать данный проект. Я полностью получил поддержку от главы республики, от спортивного сообщества. Значит, в чем он выражается и как он выглядит. Значит, пока мы не анонсируем, решили попробовать себя, попробовать свои силы. Вот. На данный момент у нас есть определенный резерв на 15-20 спортзалов по 250 квадратов. Это легко возводимые конструкции, вот, которые позволяют получить в короткие сроки спортзал в том или ином населенном пункте. Действительно, программу мы условно назвали «Спортзал в каждый населенный пункт». На данный момент уже практически достроен спортзал на фонтанах. Причем сам спортзал стал строиться после того, как только стали закладывать фундамент. Вот. И поэтому я не верю в то, что наши соотечественники сегодня не слышат друг друга, не видят друг друга. И вот шаг за шагом, когда мы идем в направлении того, чтобы вернуть доверие как друг к другу, так и на уровне коллективного восприятия, да, то есть и общественных институтов, гражданских институтов общества, органов власти. Вот, сам спортзал стал строиться, когда в нем в строительстве приняли участие жители Фонтан, Ахмечети, были люди с разных уголков Крыма. И поэтому вот этот проект, он также стал консолидировать, объединять людей, потому что каждый вложенный рубль – это вклад в наших детей. Спортзал, я думаю, в конце месяца будет уже презентован. Это то, что является действительно коллективным трудом. Также разработан проект для строительства спортзала в Судаке, в поселке Яны-Мале, на одном из выездов, встреч с нашими соотечественниками, с избирателями, на приеме граждан вот, обратились с такой вот просьбой, и благодаря вот активности и спортивного сообщества, в частности тренера Ситарага, который в ужасных условиях все эти 25 лет тренировал нашу молодежь в вагончике. Но, тем не менее, Судак всегда славился своими спортсменами, да, Руслан? Безусловно, и благодаря тренерскому сообществу и тем ребятам, которые проявляют такой вот интерес к спорту, вот, поэтому в конце месяца, думаю, что мы уже перейдем к заливке фундамента. Все связано с выделением земельного участка, и в кратчайшие сроки, я думаю, что к концу апреля, к середине мая и будет спортзал в Судаке, в Яны-Мале на 250 квадратов с душевыми, вот, со всем инвентарем необходимым. Это второй спортзал. Третий спортзал, который мы начнем, это уже речь идет не о строительстве, а о подготовке соответствующего помещения. Я поговорил с главой администрации, они любезно пошли навстречу, будет выделено помещение тоже 200-250 квадратов. И наши это где это? белогорские район, предприниматели, Белогорск. да, в самом Белогорске, они выделят необходимые средства. Там есть также наш уважаемый тренер Мурат Ага, то есть вот, тот тренерский состав, который вкладывают и сердце, и душу в то, чтобы
наша молодежь выплескивала свою энергию в спортзалах, смогли самореализоваться, достичь спортивных высот, утвердиться, потому что вот моя философия вот в работе с предпринимательским сообществом заключалась в том, чтобы отучить их от способа продвижения своих проектов нетрадиционными методами, чтобы привить новую культуру в бизнес-сообществе, потому что все основывается на тех традициях, которые у нас где-то забыты, или мы не пытаемся из-за вот быстротечности нашей жизни вдумываться в них. Вот у крымских татар есть хорошая традиция, когда мы приходим к кому-то на публичные мероприятия, будь то торжество, будь то какие-то, ну, скажем так, скорбные мероприятия, будь то там похорон и так далее, вот мы обязательно приносим деньги в семью, понимая, что для бюджета каждой семьи организация таких вот публичных мероприятий с участием большого количества людей действительно большая нагрузка. И вот само общество веками выработало такой механизм, который позволяло всем быть на достойном, одинаковом уровне. Вот. И вот исходя из того вот опыта, вот анализируя его, я предлагал каждый раз нашим предпринимателям и тем, кому периодически оказывал помощь за 3 года, чтобы они не пытались продолжать вот в те вот выработанные отношения в те смутные времена, в украинский период, ретранслировать в нашу уже российскую действительность, чтобы вот новая культура действительно демонстрировала в том, что предприниматели сегодня социально ответственны, и плюс они не зависят при таких вот ну, парадигмах, не зависят от чиновников, не зависят от кресла. То есть появляется у них такая вот социальная, политическая подушка, которая позволяет им становиться субъектами уже общественно-политической деятельности в республике. Вот. И вот привлекая их вот такой вот идеей, да, то есть я сегодня, оглядываясь назад, говорю, что если сеять, все равно где-то и взойдет. И ряд предпринимателей, которые действительно сами изъявили желание, за что им действительно большая благодарность, мы обязательно об этих именах это скажем вслух. Считаю, что это полностью их это заслуга, а мы только создаем условия, мы продвигаем идею и стараемся оберегать ее от всех это внешних вызовов. Вот. Это спортзал в Белогорске, думаю, также мы к весне, к середине весны обязательно подготовим. Вот. Тем не менее, наших соотечественников вот, ничто не останавливает, чтобы обратиться в наше спортивное сообщество, вот, в частности, к Рустам-ага Казакову, вот, потому что здесь я предполагаю, что вот разделение труда, оно приводит к эффективности, и там, вот, где будет спортивное сообщество вот, в лице Рустам-ага Казакова, обозначивать, что вот есть проблемные участки, там вот где-то нужно отремонтировать помещение для спортзала, или где-то нужно построить, мы будем реагировать, и, естественно, этот проект будет жить, этот проект будет являться нашими активами, которые будут позволять объединить как спортсменов, так и крымчан вокруг вот такой благой идеи. Руслан, я не могу не задать вопрос, который действительно интересует очень многих крымчан. В конце года мы знаем, что произошли кадровые изменения. Я говорю об изменениях на уровне вот Симферопольской администрации, Белогорской администрации. Отставки, да, были. Вопрос. Кто придет на место тех, кто ушел, грубо говоря, да, и, следовательно, еще вопрос появляется, а как решать проблему кадрового резерва? Вы знаете, что волна кадровых перестановок прошла практически по всему полуострову, ну и в Республике Крым, в частности, коснулась всех районов и городов, как на уровне муниципальных образований, так и Республики Крым. Громкие отставки, рокировки, они, безусловно, направлены на то, чтобы выстроить систему управления. Вот, и сегодня большие требования к представителям тех, кто делегированы в органы власти. Это и профессиональный аспект, это и морально-этический аспект.
Что касается наших соотечественников, которые представлены в органах власти, Я именно поэтому ним назвала Симферопольскую администрацию, Белогорскую. требования вдвойне, как со стороны и наших институтов гражданского общества, нашей общественности. Вот. Это в первую очередь необходимость чуткого реагирования на все просьбы и обращения наших соотечественников, в целом крымчан. Вот. Поэтому считаю, что это не первые и не последние перестановки. Вот. На их место придут, конечно же, представители крымских татар. Хотелось бы, чтобы в первую очередь все понимали, что обращения, жалобы наших соотечественников на черствость, они все рассматриваются. Все обращения к главе республики в социальные сети о том, что какой-то нерадивый чиновник проигнорировал обращение, они все мониторятся. И, естественно, уже совокупно из профессиональных вопросов, те, которые поручения проекта были реализованы или не реализованы, в отношении тех жалоб, которые истекают от крымчан, естественно, делаются уже определенные выводы и производятся кадровые решения. Конечно же, там, где кадровые перестановки не связаны были с противоправной деятельностью, будут произведены там рокировки, будут созданы возможности для людей использовать себя в иных ипостасях. Вот. Но, естественно, надо понимать, что, находясь в органах власти, человек должен посвятить свою трудовую деятельность потребностям, нуждам наших соотечественников, крымчан. Как только это притупляется, естественно, будем реагировать. Руслан Ильич, ну скажите, а сегодня уже можно говорить об именах, кто заменит? Ну вот пока могу сказать точно по Симферопольской администрации. Это будет Нариман Исаев, который очень хорошо себя зарекомендовал, работая в республиканских органах власти, был заместителем руководителя ГАСКО. Это и хороший юрист, профессионал. Вот. И это как раз-таки не является с тем, что человека понизили, это, наоборот, привлекли с точки зрения кризис-менеджмента для того, чтобы навести порядок вот в тех вопросах, которые были не разрешены за 2,5-3 года, поэтому большие ожидания. Вот. И, естественно, будет также большое внимание уделено, насколько чутко реагирует новый представитель, будучи замом главы администрации, на обращение наших соотечественников, на обращение крымчан. Вот как только будем видеть признаки там, высокомерия или черствость на обращение граждан, естественно, будут мониториться все сигналы, как в форме письменных обращений, так и в социальных сетях. Поэтому всем хочу обратить внимание, что институты социального такого порицания, реагирования, они работают. Это и как письменные обращения, так и социальные сети. Поэтому по этим сигналам мы понимаем, насколько чиновник тот или иной не просто эффективен, насколько он близок к людям. Руслан Ильич, ну вы так и не сказали, как же все-таки решать проблему кадрового резерва. Вот как быть амбициозной, допустим, молодежи, которая действительно сегодня желает работать в органах исполнительной, законодательной власти? Ну это важный вопрос, Левис. Действительно, должна быть площадка, которая бы давала бы возможности формировать кузницу кадров. Я также вышел с инициативой на главу республики с просьбой создать центр подготовки молодых государственных муниципальных управленцев. Он полностью поддержал эту инициативу. В данном случае это в сфере Министерства образования. И министр образования, естественно, ему поручено рассмотреть возможности создания соответствующего центра.
подготовки молодых управленцев, что позволит нам уже на базе данного центра сформировать кадровый резерв. Вот, думаю, что после того, как данный проект Министерства образования будет рассмотрен главой республики, возможно, ну, в большой вероятности, что это будет кадровый резерв при главе республики. И, естественно, наша молодежь сможет себя реализовать. Это будет довольно-таки широкий спектр управленческих специальностей, вот, и действительно попробовать себя на государевой службе. Руслан Бей, ну и раз уж мы сегодня говорим о том, что волнует действительно наш народ, то, что волнует каждого из нас, я должна задать вопрос о топонимике. В этом году какие шаги будут проделаны в этом направлении? Знаем, что эта работа была начата еще в прошлом году, а что будет в этом? Комиссия по восстановлению прав реабилитированных выработала правовой механизм, который позволяет действительно реализовать в части культурной реабилитации. Был предложен и утвержден комиссией проект вторых исторических названий. Это вопрос, который действительно долго прорабатывался. Это и разработка единого образца указателей, табличек со вторыми историческими названиями. Были внесены в схемы дорожного планирования места установок данных табличек, были разосланы за подписью главы республики соответствующие письма главам администрации, были вызваны в качестве реализации несколько общественных объединений, были изысканы ими средства в полном объеме для реализации данного проекта. Сейчас осталось совсем за малым, да, с учетом всех информационных вбросов по дискредитации данного проекта, которые в основном исходят из-за Перекопа. Мы проведем данную процедуру рассмотрения данного проекта в рамках Общественной палаты. Уже, в принципе, проведены определенные переговоры и договоренности. Я уверен, что после утверждения данного проекта в стенах Общественной палаты у общественных объединений, у которых есть и правовой механизм, который выработала комиссия по восстановлению прав реабилитированных, и необходимые финансовые средства для установок табличек, указателей с историческими названиями географических объектов. Поэтому мы уже на пути данной реализации, как органы власти, в принципе, мы создали все условия, и данные указатели можно было устанавливать хоть вчера, условно. Да? То есть поэтому, так как общественные объединения решили зайти на площадку Общественной палаты, в принципе, это очень все мудро и считаю целесообразным. Вот, наши соотечественники, крымчане в ближайшее время узнают, когда точно уже начнут устанавливать данные таблички. Вот в ближайшее время, я думаю, что максимум до конца февраля Общественная палата должна уже нас порадовать своим результатом, своим ответом. Руслан Бей, ну и вопрос от наших телезрителей. Регулярно наши телефоны разрываются, буквально. Вопрос, когда в наших домах зазвучит Ватан Седасы, наше долгожданное радио? Ватан Седасы, ну, в ближайшее время, конец января, середина февраля, все зависит от погодных условий. Первые районы – это Жанкойский район, Красноперекопский, Раздольнинский. Вот, сумею в конце месяца, если еще пригласите, рассказать, когда в Симферополе заработает. Сегодня, завтра у меня будет встреча с главой республики. Я думаю, мы этот вопрос урегулируем. И по Симферополю тоже постараемся решить вопрос. То есть вот до середины февраля уже радио Ватан Седасы зазвучит на нашем полуострове. Руслан Бей, за ваш открытый разговор, за ваши ответы чок сағылыңыз, ішлеріңізде Аллах ула кетірсін. Спасибо, что посетили нашу студию. Алла разы болсын, приглашайте. Чок сағылыңыз. Урметлі сeyirciler, мен есе хатырлатам, бүгін студиямыздың мұсафыры Русия Федерация Девлет Думасының мебусы Руслан Балбек еді. Ачықлав программасы сонуна келіп сізлерінен сағылықларша, ақшамларының сырат кечсін, көрішмек үзіре, сағылық не қалыңыз.